Наши первые студенты, дорогие сотрудники и наши коллеги, сегодня для нас исторический знаменательный день. Добрый вечер. Вестник в эфире. Незаметно пролетело короткое якутское лето. 1 сентября. Первый день школьных и студенческих занятий. В нашем городе открыт филиал Якутского государственного университета. Начинается занятие в 4 группах. Группа горной работы, математики и педагогики, группа педагогики и методики начального обучения и группа физического воспитания. 2-3 человека на одно место, такой конкурс пришлось пройти этим ребятам. Сегодня они уже студенты. На открытии филиала Якутского государственного университета присутствовали представители города, общественности. Перед студентами выступили председатель городского совета Торговкин Леонид Афанасьевич, заместитель главы местной администрации Старцев Василий Васильевич, представители теркома угольщиков, преподаватели, и поздравили студентов строители. Сейчас я вручу вашему ректору этот символический ключ. Но прежде чем сделать это, от имени коллектива домостроительного комбината, всех строителей города, я хочу вот что сказать. Наш город начинали молодые юноши и девушки, которые приехали сюда по своему желанию строить этот город. Многие из вас, наверное, родились здесь. Большинство из вас выросло и повзрослело здесь. И все, что окружает вас на территории нашего Нерюнгри, построено руками, ваших родителей, тех, кто пришел сюда 16, 15, 10 лет назад. Естественно, вам продолжать это дело, вам, строить этот город, вам строить, и давать возможность процветать земле нашей Якутии. Мы в свое время. Студентов-строителей приглашаю на практику к нам в домостроительный комбинат. Приглашаю вас, на работу. Давайте все скажем спасибо. Давайте 3, 4. Спасибо! Состоялось торжественное открытие нашего филиала Якутского госуниверситета. И я хочу спросить у директора Серафима Трофимовича, какие же его ожидают проблемы в будущем? Ныне основная проблема решена. Здание у нас есть, преподавательский состав в основном набран, работники технического персонала тоже есть. И в будущем у нас деньги выделены республикой, районом. Так что, думаю, таких больших проблем не будет. Все разрешится благополучно. Моя такая надежда. Серафим Трофимович, получается, вы хорошо начинаете, если у вас в будущем мало проблем. И все-таки какие-то части нет тех зданий, которые должны сейчас присутствовать. Что в будущем должно еще построиться? В будущем у нас предполагается построить общежитие для студентов, столовая, спортзал. И для преподавательского состава девятиэтажный дом. Это все в будущем году, 93-го года должны функционировать. А ныне, я думаю, все у нас в достаточном количестве есть. И то, что мебели и так далее, у нас все планируется. И в сентябре, думаем, все обставим как надо. Преподавательский состав уже укомплектован? Я говорю, большинство укомплектовано. Объявление у нас осталось где-то 6-7 человек, но это будет решаться после 11 сентября. Спасибо. Остается пожелать вам счастливого пути. Спасибо. Леонид Афанасьевич, было решение нашего городского совета, и вот оно принято и пришло в жизнь. Какие у вас проблемы, как у председателя городского совета в будущем? Должен сказать, что действительно, уважаемые нерюнгринцы, городской совет проводит довольно последовательную политику в этой части. Вы знаете, мы начинали с СПТУ-12, затем открыли дневное отделение педагогического училища, медицинского училища, а сейчас дневное отделение филиала Якутского государственного университета. Все это сделано для того, чтобы наши дети не ездили далеко, учились у себя дома. И то же самое говорим о том, чтобы родители были спокойны за своих детей, которые будут получать образование. Конечно же, для нас радостный день выполнения своей цели, открытия дневного отделения Якутского госуниверситета.
Но я не такой оптимист, как Серафим Трофимович, я больше пессимист. Для нас, наверное, это начало большой работы. Даже начать с того, что построенное здание надо довести, как говорится, до кондиции, приобрести различного рода материалы, значит, оформить его соответствующим образом. Затем это уже и строительство, о которых говорил Серафим Трофимович. Ну и повседневные заботы. Это квартиры, это, значит, организация учебного процесса, производственной практики. Но самое главное, я считаю, что мы достигли своей цели, начали. И всем городом, всем миром нам, наверное, надо будет доводить до того, чтобы действительно это было университетом для наших детей, и чтобы дипломы, которые они будут, были действительно полноценными, реальными, чтобы этим дипломом можно было гордиться. А для этого надо создавать соответствующие условия учебы. Я думаю, вот главная задача городского совета. Леонид Афанасьевич, сегодня необычный день, 1 сентября. Ваше напутственное слово. Но как бы у нас сложно не было в экономике, в политике, жизнь, как говорится, продолжается, она будет завтра. А чтобы была жизнь завтра, нужны люди. Люди не просто так, люди с образованием, люди, имеющие специальность. Поэтому сегодня я поздравляю родителей тех, у которых дети пошли в 1 класс. Я поздравляю родителей, которые пошли в выпускной класс и которым предстоит на следующий год заканчивать школу. Ну и родителей студентов Якутского государственного университета. Я считаю о том, что городской совет будет принимать меры для того, чтобы в наших школах были организованы, значит, и питание, были, значит, организованы процесс. Я должен сказать, что администрация города, хозяйственные, значит, строительные организации сделали большую работу для того, чтобы наши школы были готовы к новому учебному году. И в этом большая заслуга самих коллективов школ во главе с их директорами. Я хотел бы просто пожелать всем родителям, имеющих детей, школьников, студентов, чтобы этот год был удачный, и все удачно закончили этот год. Всего доброго. Спасибо. Счастливые, так можно назвать их сегодня. Счастливые родители, чьи дети остаются учиться в Нерюнгри. А сегодняшним ребятам я хочу пожелать интересных вам студенческих дней.